Дорогие друзья, я хочу рассказать о мужских головных уборах. Вот у нас есть тюбетейка. Иногда неправильно одевают тюбетейки. Ну, тюбетейки бывают разные, но вот это наряд и праздничная тюбетейка. Некоторые одевают тюбетейки вот так, и по улице ходят, это доуличный вариант. Но сцена любит чуть-чуть культуру, и поэтому мы всегда одеваем испокон веков волосы закрыты. И поэтому можно ее одевать прямо, а можно чуть-чуть на бок. Это уже на бок мы одевают молодые, а пожилые люди в возрасте они одевают прямо. Вот разновидности. То есть еще также бывают тюбетейки закругленные, да? Вот они. Они тоже. Но это уже в древности считалось такая рабочая тюбетейка, которую можно было носить на улице, в работе. Также тюбетейки бывают по разновидностям этнографической группы татар. Это тюбетейка нижегородских татар. Видите, она такая куполообразная. Вот они, такие тюбетейки, есть у нас в ансамбле очень много разновидностей. Вот я самые основные тюбетейки показал, и прошу вас очень, чтобы тюбетейки носились ровно. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги и также любящие нас зрители. Сегодня с вами народная артистка Республики Татарстан Лейсан Хаметова и мои помощницы, девочки танцевальной группы государственного ансамбля. Сегодня мы поговорим о женских головных уборах и о тех ошибках, которые допускают творческие коллективы, когда эти головные уборы одевают в свои репертуарные концерты. Первый головной убор – это старинный головной убор, который откидывается в правую сторону. Здесь важно что? Чтобы корсажная часть была устойчивая и не сваливалась никуда вот таким образом. Да? Это должен быть закрытый лоб, собранные волосы, они уходят или под платок, или если без платка, то это в две косы, а также может быть в накосник в дальнейшем. И что важно, конечно, чтобы вот эта часть была зацеплена и не моталась просто как спальный колфак. Второй колфачок у нас также представлен. Это образец колфака сибирских мишар. Здесь показывает он у нас все богатство, палитру татарского орнамента. Вот здесь вот он у нас есть, да? Поверни головку, пожалуйста. Вот здесь. Дальше у нас продолжают серьги. И дальше в виде вот такой бороды. Это отличительная черта сибирских татар. Тоже одевается он иногда на бочок, но самое главное, чтобы у лба волос не было. И он не сидел глубоко на лбу. То есть колфак должен сидеть ровно так, чтобы я могла подставить ладошку, и она была ровненькая вместе параллельно лбу. Это понятно. Но перехожу к самому маленькому казанскому колфачку, который часто используется и в детских танцах, да, где тоже допускаются ошибки, когда настолько убирают колфак на бок, например, или же ставят его куда-то вот сюда, что танцуя, дети теряют колфаки, или же наоборот, одевают их вот немножко таким образом, считая, что раз на бочок, то это значит правильно. Здесь такая же схема колфачка, он должен стоять на корсажке полностью и продолжать наш лоб. То есть если от лба, то точно таким же образом мы продолжаем наш собственный колфачок. И когда только установив колфак, мы можем сверху одеть платок, одеть шаль или фату. Если он будет жидким, то, конечно же, ни один платок не будет правильно держаться, и к концу танцев мы все это потеряем. Следующая ошибка, да, которую допускают очень многие коллективы, это, конечно, наш традиционный платочек с орнаментом. Он мягкий, и поэтому тоже происходит очень много недоразумений. Динарочка, попрошу снять колфак. Подойти ко мне сюда. Мы разравниваем орнамент на лбу, делая из него небольшую тюбетеечку. И смотрите, что делают многие коллективы. Они просто завязывают его как, ну я так его называю, ковш. Настоящий ковшик. Смотрите, какая форма, да?
Что мы делаем? Мы из платочка создаем форму. Динара, держи по бокам. Определяем форму чуть выше лба. Завязываем красивый узелок и выворачиваем здесь красивую такую петельку, которую мы потом расправляем и которая тоже придает нам форму головы, которая идет наверх. Девочка становится выше, и форма головы приобретает более сценический вариант. Ну, на этом, наверное, все. Всего вам доброго. До свидания.